Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Депутаты Совета района в рамках очередного заседания внесли ряд изменений в решение, а также заслушали отчеты. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Потенциал взаимодействия. В Ухте состоялся межмуниципальный культурный форум. Народный бюджет. В процесс обсуждения народных инициатив включились жители поселков Вайвош и Верхнеижемский. Интеллектуальный спорт. В Сосногорском спорткомплексе «Метеор» завершился двухдневный открытый турнир по шахматам и шашкам. На очередном заседании Совета района, которое прошло в минувшую пятницу, народные избранники обсудили 7 вопросов. Первый из которых о внесении изменений в бюджет муниципального района Сосногорск на текущий год и плановый двухлетний период. Согласно докладу начальника финуправления, с учетом представленных поправок, доходная часть бюджета уменьшилась на 3,2 миллиона рублей. В свою очередь, расходная часть увеличилась почти на 3 миллиона. В 2019 году доходы бюджета уменьшаются в связи с возвратом в республиканский бюджет остатков целевых трансфертов, которые на конец 2018 года не были использованы. Возврат осуществлен в сумме 4,2 миллионов рублей. Дополнительно поступают доходы от возмещения ущерба в сумме 280 тысяч рублей и субсидий в сумме 720 тысяч рублей на поддержку и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Светлана Кудрявцева также пояснила, что за счет остатков на начало года предусмотрено софинансирование расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям и на увеличение объема дорожного фонда. Затем депутаты заслушали отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, а также о ходе реализации программы противодействия коррупции за прошлый год. В рамках заседания по итогам прошлого года отчитался и местный отдел полиции. Юрий Деревягин озвучил основные показатели работы, а также обозначил приоритетные направления работы ведомства. Приоритетной задачей находилось своевременное реагирование на сообщения о происшествиях и преступлениях, раскрытие и расследование преступлений, в том числе по линии незаконного оборота оружия и в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенствование проводимых профилактических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и другие. Последним вопросом заседания было обсуждение кандидатур для последующего размещения их на доске почета муниципального района Сосногорск. От районного совета была предложена кандидатура Татьяны Кудрявцевой. Павел Дурников, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 25 марта в России отмечался День работников культуры. Этот профессиональный праздник появился в 2007 году, объединив огромное количество людей, так или иначе связанных с этой сферой. В этом году центром проведения Дня работника культуры стал межмуниципальный культурный форум, который состоялся в Ухте. Форум объединил представителей отрасли сразу 4 районов – Ухтинского, Сосногорского, Ижемского и Вуктыльского. О значимости мероприятия свидетельствовал тот факт, что на форуме присутствовали первые лица этих муниципалитетов, а также представители регионального парламента и администрации главы Республики Коми. В числе первых с профессиональным праздником участников форума поздравил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Он поблагодарил коллег за прошлый успешно проведенный в республике год культуры и отметил результаты, которых удалось достичь благодаря труду каждого работника отрасли. Я хочу с полной ответственностью отметить, что наша с вами отрасль перестала быть где-то на задворках истории, и сегодня это абсолютно однозначно, что культура находится в авангарде событий. Мы вместе с вами по прошествии какого-то определенного периода времени смогли переломить ситуацию, смогли переломить отношение к отрасли. И вот видите, сегодня на профессиональном празднике присутствуют в зале 4 главы муниципальных образований. Знаете, это тоже дорогого стоит, когда не только со стороны регионального руководства, но и со стороны руководства наших территорий идет полное взаимопонимание и полное понимание ответственности, что культура сегодня – это отрасль всеобъемлющая. Говоря о развитии, министр отметил, что в этом году Коми приступила к реализации федерального нацпроекта, и муниципалитеты уже много сделали для того, чтобы получить федеральное финансирование. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Пользуясь трибуной форума, Сергей Емельянов сообщил приятную новость. В пятницу определялись большие результаты конкурсов проведения конкурса на получение субсидий для виртуальных концертных залов и для библиотек Республики Коми.
И я могу вам сказать, что субсидии на виртуальный концертный зал – это 5 миллионов 600 тысяч, субсидии на библиотеку – это 5 миллионов рублей. И Ухта, и Сосногорск, два присутствующих здесь муниципалитета, получают эту субсидию в числе первых в Российской Федерации. Я вас с этим искренне поздравляю. О том, что культура не имеет границ, отметил в своей приветственной речи глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Мне кажется очень важным, что сегодня в этом зале собрались представители Сосногорска, Ухты, Ижмы и Вуктыла. Вы все единая команда. Команда профессионалов, которые работают тогда, когда другие отдыхают. И подводя итоги прошлого года, Года культуры в Республике Коми, мы все отмечаем, что он прошел действительно на высочайшем уровне. И все цели и задачи, подставленные перед вами, вы успешно выполнили. И на сегодня учреждения культуры стали центром информационной, просветительской, исследовательской и досуговой работы. Что было сделано и как будут реализовываться амбициозные планы культуры в муниципалитетах, обсудили участники форума, затронув все основные направления работы. Из Ухты Елена Двожек, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. И в продолжение темы. В этот же день в рамках межмуниципального культурного форума состоялось еще одно событие. Знаковое не только для 4 муниципалитетов, но и для всей Республики Коми. В торжественной обстановке было подписано 4-стороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Ухтой, Сосногорском, Ижмой и Вуктылом. О том, насколько это важное событие для региона, отметил в своей речи начальник управления по развитию территории администрации главы Республики Коми Виктор Шевцов. Мы подготовили непосредственно план конкретных мероприятий, которые будут способствовать, прежде всего, как говорил Дмитрий Ильич, развитию социально-экономического развития. На то, что мы не просто соседи, а мы непосредственно и будущие партнеры, которые будут развивать экономику наших районов. Мы непосредственно будем связаны конкретными экономическими вопросами. И, конечно же, такое событие для нас, для Республики Коми, это большое и значимое мероприятие. В том, что реализация данного соглашения даст новый толчок для совместного развития, уверен и глава нашего района. Обращаясь к своим коллегам, он отметил. В рамках этого соглашения мы сможем поддержать друг друга и с точки зрения экономики, потому как перспективы этого соглашения идут далеко вперед и могут гораздо более глубокие сферы нашей с вами деятельности затрагивать. У нас действительно общие дороги. Более того, я думаю, что у нас и действительно и родственных связей достаточно между жителями наших муниципалитетов. Поэтому я надеюсь, что все это будет сделано во благо наших жителей. В знак доброго согласия сотрудничества главы всех 4 муниципалитетов поставили подписи под документом и обменялись дружескими рукопожатиями. В Сосногорском районе продолжается кампания по обсуждению народных инициатив. В нашем городе уже обсудили программы в сфере культуры и образования. Вчера к процессу подключились и жители поселков Верхнеижемского и Войвожа. О том, как прошла встреча и какие решения были приняты, узнала наша съемочная группа. Жители Верхнеижемского уже убедились в эффективности регионального проекта, инициированного главой Коми Сергеем Гапликовым. Успешный опыт реализации народного бюджета в поселке есть. Благодаря программе в населенном пункте обустроен сквер памяти. Верхнеижемцы планируют направить свои предложения и на 2020 год. На встрече были предложены новые проекты в сфере благоустройства, а также физкультуры и спорта. В рамках реализации планируется обустройство зоны отдыха, где жители смогут проводить свое свободное время. Планируемый вид работ – это обустройство дорожек из брусчатки, приобретение скамеек, урн в этой зоне отдыха. Еще один проект направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Установить уличные тренажеры предлагается по улице 40 лет Победы в районе бывшего футбольного поля. Уличные тренажеры будут включать в себя тренажеры жим ногами, тренажер твистер, тренажер лыжник и тренажер маятник и теневой навес.
Посельчане поддержали оба проекта, а также предложили новые – обустройство детского игрового комплекса, волейбольной площадки и асфальтирование центральной дороги поселка. Программу «Народный бюджет» обсудили и в Вайвоже. Городское поселение ежегодно готовит заявки на участие в проекте. Большинство из них в сфере дорожной деятельности. И эта работа достаточно результативна. Из 10 поданных заявок от Вайвожа 6 победили и получили поддержку администрации главы Республики Коми. В 2020 году уже по традиции заявлены проекты в сфере дорожной деятельности. Причем адресная схема планируемого ямочного ремонта составляется с учетом уже выполненных работ, чтобы все дорожные работы проходили в комплексе. Мы заявляем опять те же самые проекты, которые мы хотим далее, значит, провести ямочный ремонт по улице Октябрьской, но уже туда в сторону, значит, Дома культуры и дальше, и напротив по улице по Красноармейской. В сфере культуры с проектом выступила заведующая местным ДК Лариса Врублевская. Она предложила выполнить мероприятие по антитеррористической защищенности поселкового объекта культуры. Вайвожцы активно предлагали и другие проекты. От продолжения ямочного ремонта до обустройства новых тренажерных комплексов. Все предложения выслушаны и будут проработаны специалистами для последующего направления в республику. Из поселков Вайвож и Верхнеижемский Влада Гришаева, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Минувшие выходные в Сосногорском районе прошли по-спортивному. Любители того или иного вида спорта соревновались в лыжной гонке, играли в баскетбол, футбол, шахматы и шашки. А вот на базе КСК «Фортуна» прошла товарищеская встреча конно-спортивных клубов. Мероприятие прошло в 2 дня. В первый участники прошли рабочую тропу. Это как спортивное ориентирование. Здесь также выдается маршрут и ставятся определенные задачи. То есть какой-то элемент нужно выполнить на рыси, на шагу. Был поставлен загон, то есть они должны были шагом пройти змейку и не стукнуть палочки. За это назначали штрафные секунды. Потом это все прибавлялось к основному времени, и вот за лучшее время мы распределяли уже места. На следующий день был конкурс. Здесь 2 маршрута и 3 категории участников – дети, юноши и открытый класс. Среди участников более десятка наездников. Они представляют КСК «Фортуна» и «Планету Университет». Мы всего 2 клуба, нам надо дружить, и соревнования, конечно, почаще устраивать. И это и опыт, и для выездных соревнований большой, как вам сказать, большой плюс, чтобы выехать куда-то в Сыктывкар и дальше. А вот по результатам этих соревнований первые места в разных маршрутах взяли Дарья Матвеева, Анна Петрова, Елизавета Вахромеева и Надежда Алфертьева. Завершился в минувшие выходные открытый турнир по шашкам и шахматам в памяти Петра Стульникова и Геннадия Бекаревича. Соревнования эти ежегодные и проходят с 2017 года. Каждый раз они собирают большое количество участников со всей республики. Павел Дурников подробнее. В этом году поиграть в шашки пришли более полусотни спортсменов-интеллектуалов. Турнир принимал спорткомплекс «Метеор». После регистрации судья турнира рассадил участников за столы и дал старт играм. Спортсмены были разделены согласно регистрации, и за одним столом можно было легко увидеть юного и мудрого участника. Кто-то впервые принимает участие в соревнованиях и пробует свои силы, а кто-то, как, например, Илья Воробьев, уже давно в этом виде спорта и на этот турнир пришел только за победой. Сыграть в шашки, как обычно, занять 1 место. 3-й год подряд. А в прошлые года какие успехи? 1 место все время было. Юноша также отмечает, этот спорт в первую очередь интеллектуальный. Он позволяет развивать мыслительные процессы, а также учит стратегии. Ты проявляешь свой интеллект. Это не просто так ходить от балды, а надо думать, развивает логику. Ты не просто ходишь, а продумаешь свои ходы наперед, должен читать игру соперника. А вот Виталий Лапин на турнир приехал из Емвы. Участник турнира отмечает, что в его населенном пункте такие соревнования не проводятся. В свою очередь он уверен, что такое направление, как интеллектуальный спорт, необходимо развивать. Турниров нету, не с кем играть в Межпогостье как бы. Вот из-за этого я приехал, чтобы поиграть. Нужно почаще развивать шахматы, шашки, особенно шашки. Шашки практически перестали. Чемпионат республики не проводится даже по шашкам.
Турнир продолжался в течение почти 4 часов. По результатам серии игр были выявлены победители и призеры в 8 категориях. А вот уже на следующий день играли в шахматы. Здесь также несколько десятков спортсменов. Играли в 9 туров с 10 часов утра и до 6 вечера. Шахматы, равно как и шашки, заставляют скоординироваться и буквально включают мозги. Как любой вид спорта, шахматы развивает такую закалку характера. Самое главное, потому что, опять же, вот у нас сегодня турнир, например, будет примерно до 6 вечера. Многим детям, конечно, очень трудно выдержать, но вот тут как раз-таки закаляются они. Умение думать и просчитывать ситуацию наперед. Эти навыки обязательно пригодятся в жизни, уверен главный судья соревнований. Он также отмечает, что на этом турнире уровень игроков очень сильно различается. Любовь Рочева шахматами увлекается с детства. Женщина говорит, что этим видом спорта ее заинтересовал отец. Будучи еще маленькой девочкой, она с удовольствием наблюдала за интеллектуальными баталиями взрослых. Так с годами и втянулась. Это мы ждем таких соревнований. Это как бы и рост, все равно рост. Хочется играть все время с сильными, это более интересно. В отличие от турнира по шашкам, который шел почти 4 часа, этот длился в 2 раза дольше. Мозговой штурм, искусство стратегии, размышления над тем или иным ходом. Все это можно было наблюдать в течение целых 8 часов. В итоге по результатам второго соревновательного дня были также выявлены победители и призеры. С результатами можно ознакомиться в ближайшем выпуске газеты «Заря Тимана». Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. А вот любители лыжного спорта в минувшие выходные приняли участие в соревнованиях памяти мастера спорта Натальи Дубачинской. На старт в этот день вышли 8 подразделений Сосногорского ГПЗ, а также все желающие. Забег проходил по 3 возрастным категориям, а в самой гонке приняло участие порядка 150 лыжников. Традиционно уже проводим который раз соревнования, посвященные памяти нашего работника, бывшего нашего работника, мастера спорта России Дубачинской Натальи Николаевны. Эти соревнования, они как бы входят у нас в зачет спартакиады текущей, и мы еще проводим как бы параллельно открытое первенство. То есть мы приглашаем всех желающих, взрослое население и детей, начиная от 15 лет. Занятие любым видом спорта прежде всего позволяет укрепить здоровье. Ведь та или иная физическая нагрузка просто необходима любому человеку. А вот такие соревнования, если и не принесут участнику победу, то по крайней мере зарядят на весь остаток дня. Весна, солнышко нет, но все равно должно быть хорошее настроение. И еще я вам желаю бежать очень быстро, как бегала наша Наташа. Она всегда очень трудолюбивая была. Хорошая очень девочка была. Если выходила на старт, то старалась бежать сильно, чего и я вам и желаю. Быстрых вам секунд. По окончанию забега наградили лучших участников. Отмечу, мероприятие проводилось совместно с отделом физкультуры и спорта. Также в рамках мероприятия можно было сдать нормы ГТО. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, до конца недели температурный фон на территории всего региона особо меняться не будет. В середине недели большинство районов республики будет находиться в зоне действия активного южного циклона. Ожидаются перепады атмосферного давления, интенсивные осадки в виде снега и дождя, а также порывистый ветер. К концу недели с ростом атмосферного давления погода улучшится. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Хочешь, чтобы твой талант руководителя заметили? Раскрой потенциал с командой Республики Коми. Гастрольный тур по России. Коллектив, который объездил весь мир. Легендарный Государственный Волжский русский народный хор представляет новую концертную программу «Понад Волгой заря занялась». Вас ждут русские песни и яркие танцы. А также Волжский хор покажет увлекательный народный спектакль для детей «Царевна-лягушка». 4 апреля. Сосногорск. ГДК «Горизонт». Касса 56334.